Иногда Гоша ведет себя очень странно. Вот сейчас я сделал себе морковный салатик с сырой тыквой и морковкой. И Гоша решил его отведать вместе со мной. Чему я очень удивлен и обрадован. Мама, конечно, будет ругаться, что он ставит ногами в тарелку. Но мы ее помоем. Смотрите, как он, с каким удовольствием он трескает сырую тыкву и сырую морковку. Вот какой у нас Гоша вегетарианец. Хотя, когда ему кладешь сухой корм в тарелку, и там остаются зеленые травяные кубики или горошки, он их демонстративно оставляет и не ест. А тут как-то проявил удивительную склонность. Вкусная морковка. Ну, все, Гоша, покушал? Молодец. Давай тарелку. Сейчас я ее помою. А ты тоже давай умывайся. Давай. Молодец. Умывайся. Это моя, Гоша. Это моя тарелка. Эй, эй. Это мой ланч. Оставь его мне. Гохин, не наглей. Проглотина. Сейчас съешь весь папин ланч. Ну ладно. Я не жадный. Для Гоши я сделаю все, что угодно. Клюкву только не ешь. Кстати, вот эти вот большие виноградины, которые вы видите в тарелке, это не маленькие сливы, это просто клюква. Обычная канадская клюква. Ну, вот, хватит. Молодец. Будь здоров. Оближись, скажи спасибо и иди спать. Еще хочешь? Так жалостно смотрит на эту тарелку. Думает, как жалко, что все кончилось. Решил долизать? Или проверить, что еще есть? Ну, Гоша, ругаться на меня будут, что я позволяю тебе такие вольности. Ну ладно, Гоша хороший, молодец. Иди спать.